Вчера, 15 марта, был Всемирный день защиты прав потребителей. В рамках этого мероприятия, этого события, этого праздника мы ежегодно проводим совместно с Агентством по защите прав потребителей, проводим семинар по защите прав потребителей, на которых приглашаем как потребителей товаров и услуг, так и производителей и экономических агентов, которые предоставляют эти услуги. Скажу, что очень много поступает обращений в адрес Главного управления экономического развития от жителей Гагаузии о том, что приобрели некачественный товар, получили некачественную услугу. И вот поэтому цель сегодняшнего мероприятия – рассказать нашим жителям Камрадского района, рассказать о том, какие есть права у нас, как у потребителей, как решить проблему, с которой мы сталкиваемся при покупке недоброкачественного товара, который истек срок годности и так далее. Поэтому мы благодарны Агентству по защите прав потребителей, которые активно сотрудничают с нами, откликаются на наши просьбы. Вот сегодня они здесь у нас в Гагаузии, и я думаю, ответят на все вопросы участников семинара, а это как потребители, так и экономические агенты, которые предоставляют услуги. И я думаю, что мы впредь будем сотрудничать с агентством, впредь будем проводить такие мероприятия. Ежегодно они проводятся один год в Чедерлунском районе, один год в Волконежском районе. Вот сегодня проводим здесь у нас в Камраде. Самый эффективный метод – это знать законодательство. Закон о защите прав потребителей, который предусматривает, что идем в магазин, мы должны попросить чек в первую очередь. При наличии чека мы можем обжаловать действия экономических агентов, действия производителей и так далее. А если мы не будем знать законодательство, как поступить в том или ином случае, то, естественно, мы купим товар просроченный дома, в лучшем случае отдадим какому-то животному его, и все. А так, если есть на руках чек или бонус-деплаты, если соблюдены все требования закона по защите прав потребителей, мы идем, возвращаем производителю, торговому агенту приобретенный товар, и все. Мы приехали тут на семинар встретиться с экономическими агентами, встретиться с потребителями, которые нуждаются в кое-какие консультации, потому что очень важно знать, как поступать в тот или иной случай. Ввиду того, что многие покупатели не знают свои права, они, если попадают в такую вот ситуацию некомфортную и купили какой-то товар, который не соответствует того качества, значит, мы будем говорить первые шаги, как поступать, когда вот попадает в такие моменты. Поэтому мы приехали тут просто круглый стол, вопросы, ответы и, конечно, то, что указано в законе. Если все знали, потому что в законе 8 основных правил и прав потребителей, было бы хорошо, хоть половина, чтобы потребитель знал, и тогда будет хорошо. Многие, в основном, экономические агенты, они очень доброжелательны, когда что-то покупаешь, и очень недоброжелательно, когда ты уже возвращаешь товар. И, конечно, тут получается, знаете, стык характеров и так далее и тому подобное. И, конечно, человек, если не получил поддержку непосредственно в предприятии, которое он получил ту или иную услугу или тот или иной товар, конечно, не нашел общий язык, он уже обращается, чтобы ему помогли, потому что время течет. Есть, согласно правилам, есть сроки, когда человек может обратиться. Если это швейное изделие, обувь и так далее, человек может обратиться в течение 30 дней, которые это их право потребителей. А если сложно-технические товары, электронные товары, значит, он имеет гарантию 12 месяцев, допустим, и вот в течение 12 месяцев потребитель может обратиться по, я знаю, ускорение вот этих недоделок, неправильных, я знаю. Но так или иначе, потребитель вправе обратиться
к экономическому агенту, даже если, например, прошел срок на обувь, например, 30 дней, а если там скрытый дефект, конечно, потребитель имеет право обратиться по искоренению этих недостатков. Но в многих случаях просто экономические агенты не понимают это дело, и они должны принимать, конечно, вот эти недостатки и устранить эти недостатки, и не ждать, пока не придет проверка с вышестоящих органов.